Жилье – это одна из основных потребностей человека. Если есть крыша над головой, значит, соответственно, человек себя чувствует комфортно. Он может строить какие-то долгосрочные цели, планы, ну и, соответственно, развиваться. Вот первая тема наша будет – это жилье. Вторая тема у нас будет про деньги. Но деньги, наверное, как источник дохода, как ресурс, вообще всех интересует. Жилье, вернее, недвижимость нам нужна в первую очередь для жилья, да, как я уже сказал. Во вторую очередь кто-то, как коммерсант, как бизнесмен, может успешно управлять недвижимостью, если она у него не одна, и извлекать доход от аренды. А если кто-то в долгосрочном виде видит недвижимость как инвестиции, то это на самом деле очень надежно. Если купить себе одну, две, три, пять недвижимостей, нежилую, жилую, неважно, да, то есть какая-то определенная уверенность, то, что в любом случае когда-то будет полезно, она пригодится. Я слово передам сейчас своему партнеру, зовут его Ирик, Садыков Ирик Азатович. Он пригласил как раз меня и моего второго партнера Ильнура Мухамедянова в ваш штаб «Татар». Я здесь у вас второй раз уже, я был уже в 2018 году. Зная, что такое ипотека на квартиру, вы все должны понимать, что в случае ухудшения вашего финансового положения или потери платежеспособности вы можете потерять квартиру. Поэтому, зная, что такое ипотека, мы на ней долго задерживаться не будем, перейдем к теме жилищной кооперации. В принципе, эта тема не новая, это, скажем так, хорошо забытая старая, это и в Советском Союзе было. И самое основное, кто знает, вот, какая самая продвинутая страна Европы в плане кооперации. Я не буду вас утомлять, это Германия. До 70% решения жилищного вопроса в Германии происходит через жилищную кооперацию. На сегодняшний день на рынке недвижимости существует три вида кооперативов. Это кооперативы накопительные, жилищно-строительные и жилищный кооператив. Мы сегодня будем говорить про жилищный кооператив. Называется он, когда встает выбор, раньше был выбор только ипотека, а теперь еще появился кооператив, это с рассрочкой. Мы будем говорить о жилищном кооперативе Bestway. Почему английское название Bestway? Он работает на сегодняшний день в 3 странах. Это Россия, Киргизия и Казахстан. Но в каждой стране он работает по своим местным законам, то есть по законам государства. Bestway — это в переводе «лучший путь». Как назовешь корабль, так он и поплывет. Жилищный кооператив является некоммерческой организацией, созданной на форме потребительского кооператива, и он не ставит своей целью извлечение прибыли. Цель кооператива одна: объединяя паевые средства, решить жилищный вопрос членов жилищного кооператива. Поговорим о законодательной базе. Основным законом, которым пользуются на сегодня финучреждения, которые составляют договора ипотеки, это закон, он так и называется, закон об ипотеке. Он был образовался 16 июля 1998 года. И этот закон, честно говоря, банки писали, ну, как бы под себя. А законодательной базой жилищного кооператива является в первую очередь жилищный кодекс, раздел 5, с 29 декабря 2004 года. В этом жилищном кодексе прописаны все взаимоотношения между пайщиком и членом и юридическим лицом жилищным кооперативом. Там прописано абсолютно все. Второй — это Гражданский кодекс Российской Федерации. Параграф 6, глава 4, статьи 123.1, 123.3. То есть мы, как жилищный кооператив, работаем на основании кодексов. У государства самый основной законодательный акт — это Конституция. За ним идут кодексы, и после него только идут законы. Мы работаем по кодексам. В мае
с 29 мая нам исполнится уже 6 лет. В принципе, о нас уже очень много знают, о нас много пишут СМИ. В аргументах и фактах есть информация о нас. Держава, очень много литературы. Очень много наград за это время появилось у жилищного кооператива Best-Way. Я уж их просто пролистаю, так как времени у нас мало. В частности, дипломом награждается жилищный кооператив Best-Way за вклад в сохранение человеческого капитала и поддержание социально-экономического развития страны. Депутат Государственной Думы, это свежий диплом, 19 год, Миронов. Также диплом награждается жилищный кооператив Best-Way в лице председателя правления Василенко Романа Викторовича за вклад в укрепление экономики России. Обычно вопрос возникает, насколько это правомерно, и была проделана огромная работа, и Советом экономической безопасности было выдано заключение, экспертное заключение. На основании договора, заключенного Best-Way и Советом экономической безопасности, тут про экспертов говорят, как она проводилась, сама суть этого заключение. Следовательно, деятельность жилищного кооператива Best-Way ни по одному из признаков, определенных Центральным банком Российской Федерации, как деятельность с признаками финансовой пирамиды не попадает. Какого-либо рода предположений со стороны официальных и неофициальных лиц по подозрениям жилищного кооператива Best-Way в деятельности, направленной на мошенническое изъятие у граждан денежных средств, злоупотребление доверием, относящимся к признакам финансовой пирамиды, не подкреплены какими-либо фактами, событиями, доказательствами и профессиональным мнением. Часть 3. Проведенные экспертные исследования не подтверждают в деятельности ЖК каких-либо признаков финансовой пирамиды, то есть денег, попадающих под действие Уголовного кодекса. То есть это была действительно беспрецедентная работа проделана в качестве того, чтобы было понятно, что жилищный кооператив имеет право на существование и что его к пирамиде никаким образом не отнесешь. Возникает вопрос, откуда у жилищного кооператива деньги. Во-первых, расчетный счет у кооператива создан в сберегательном банке. Для чего? Потому что мы считаем, это самый надежный банк, и у него большая филиальная сеть. То есть платежи свои можно проводить хоть из деревни, хоть откуда. И откуда теперь средства у нашего кооператива? Это паевые взносы, то есть бесплатно ничего нигде не бывает. 35 или 50% на покупку жилья при вступлении в кооператив. Это возврат средств за приобретенное жилье, квартиры, которые были выданы, их не раздарили бесплатно. А теперь, так же как и в ипотеке, есть график платежей, по которым идет уже возвратный поток денег тоже на этот расчетный счет. И есть еще люди, у которых нет возможности внести первоначальный взнос. И была создана специальная программа для тех, у кого нет таких возможностей. То есть накопительная программа. По этой накопительной программе могут даже студенты, пока учатся в институте, а на сегодняшний день молодежь продвинута, она все равно где-то подрабатывает, они могут, внося минимум от 10 тысяч рублей паевые взносы, за этот период времени накопить себе на первоначальный взнос. Способы приобретения недвижимости. Мы сейчас здесь рассмотрим, у нас две возможности, как мы определились, приобрести жилье, это ипотека и кооператив, и проведем сравнительную таблицу между этими способами. Ипотека это 9-12% на сегодняшний день. Кооператив 0%. Первоначальный взнос в банке от 15, здесь неправильно, до 70, первоначальный взнос от 15 до 70%, в кооперативе 35 или 50%. Ежемесячные расходы в ипотеке это в проценты заключены в платежах, а в кооперативе это 2000 или 1000 рублей членские взносы. То есть в течение всего срока, когда человек находится в кооперативе, это, скажем, все 10 лет, каждый месяц человек платит членские взносы.
Если это 35% первоначальный взнос, то 2000, и если 50%, то это 1000. Срок в ипотеке до 30 лет. Ну, у нас банки умеют сделать так, что с риэлторами договорятся без первоначального взноса, эту сумму добавят на стоимость квартиры, сумма получается большая, и как бы чтобы легче было человеку платить свои платежи, ему растягивают на 30 лет, в итоге происходят большие переплаты. В кооперативе это до 10 лет. Переплата 70-300%. В кооперативе не более 35%. Вчера буквально случайно мы встретились, был разговор с московским с одним риэлтором. У нее была клиентка, которая хочет купить квартиру за 6 миллионов с первоначальным взносом 800 тысяч. Банк ей пошел навстречу. Платежи составляют 64 тысячи в месяц на 20 лет. Переплат, то есть девушка-клиент, она должна вернуть за это время, взяв 6 миллионов, она должна вернуть 18 миллионов. Вот это что такое значит ипотека. А за 20 лет человек может и работу потерять, и вообще зарплата может стать другой. Это огромные риски. Квартира до 1,5 миллиона, это будет 1000 евро. А если квартира более 1,5 миллионов, это будет 2000 евро. Ну, будем рассматривать Москву, у нас больше 1,5 миллионов, это будет в переводе на рубли 140 тысяч. Внесение паевых средств в виде первоначального взноса в размере 35-50% от стоимости квартиры. Оплата ежемесячного членского взноса 2000 рублей или 1000 рублей, как я говорил. Дальше идет кооператив приобретает квартиру для своего члена кооператива. Передача объектов в пользу пайщика. Составляется индивидуальный график платежей и указывается адрес, стоимость квартиры. И дальше идет, после того, как человек рассчитался полностью за квартиру, передача права собственности на объект пайщику. Гарантии и возможности пайщика. Пайщик и пайщик и все члены его семьи могут прописаться в жилое помещение на постоянное место жительства. При выходе из жилищного кооператива, как я уже говорил, возвращаются все деньги, которые были внесены, все паевые взносы в полном объеме. Заключается соглашение о членстве и акт приема передачи объекта недвижимости, являющийся основанием для пользования объектом и регистрации по месту жительства в жилом помещении. У нас возможно использование материнского семейного капитала. Это уже о многом говорит, что пенсионный фонд работает с жилищным кооперативом. То есть он не сразу, это было где-то, наверное, с полгода. Пенсионный фонд изучал наш кооператив, после этого только было принято решение, что можно, да, материнский капитал использовать в качестве платежей у жилищного кооператива. Их можно использовать и в качестве как первоначального взноса, и как в качестве погашения платежей. После полной выплаты пая права собственности на объект переходит пайщик. Материнский капитал. Рассмотрим. Мы рассмотрим использование материнского капитала. У нас в Нижнекамске на материнский капитал можно купить в общежитии одну комнату с общими удобствами. Туалет, ванна, кухня и все остальное. А в данном случае у нас была девушка, это прям есть конкретный пример. Она, имея один материнский капитал, что сделали? Для этого нужно было вступительно оплатить взнос, ежемесячный взнос и первый паевый взнос в пределах 10 тысяч рублей. Дальше пенсионный фонд перечисляет материнский капитал на счет жилищного кооператива в течение 2-4 недель. Пайщик переходит в очередь на покупку жилья. И вот с учетом этого материнского капитала она приобрела квартиру за 1,5 миллиона, двухкомнатную, полноценную, с балконом квартиру, а не комнату в общежитии. Рассрочка, преимущество. Рассрочка на 8 лет
по 0% годовых, переплата не более 25%, минимальными затратами приобретается отдельное жилье, платеж составил 12 тысяч. Жилищный кооператив Best Way в цифрах на сегодняшний день. Это данные на 12.02.2020 года, то есть очень свежие. На сегодняшний день 7443 пайщиков кооператива, 1185 человек в очереди на покупку, более 1500 объектов приобретено, в том числе, это вот по России 916, 132 пайщика в очереди на оформление, 35 в процессе сделки, 28 полностью рассчитались с кооперативом. То есть за 6 лет уже 28 пайщиков рассчитались полностью за квартиру. И вот эти, когда пайщик рассчитывается за квартиру раньше времени, то только приветствуется. Если в банке на вас смотрят косо, у нас только приветствуют. Ну, подытожим, ипотека — это крепостное право 21 века, оно действительно так и есть. Человека загоняет в кабалу, если он берет ипотеку в 40 лет и заканчивает в 60, ну это как-то страшно. И на этом... Вот на сегодняшний день появилась такая альтернатива ипотека, это наш жилищный кооператив Best Way. Преимущества: выгодные условия, выгодные, рассрочка на 10 лет, конфиденциальность, минимальные требования, то есть, как сказал паспорт, деятельность в рамках законодательства Российской Федерации, доступность для людей со средним достатком, возможность использования материнского капитала. И когда человек приобретает жилье, ему как памятка, что ли, дарится вот такая дощечка на красном дереве с золотыми буквами, подковы счастья, владельцу недвижимости от жилищного кооператива, объект номер такой-то. Ну, мне кажется, на этом можно кооперативу Best Way похлопать. Я хотел немножко обратить внимание зал, да? Вот особенно молодежь. Вот многие наверняка нуждаются все-таки в покупке жилья, но почему-то не задумываются даже. Когда наступает момент, такой вот уже жгучий момент, да, жгучее желание обрести себе жилищные условия, но, как правило, идут в банк. Не задумываются то, что теряют деньги на процентах. И если говорить вообще о мусульманах, которые живут по религии, по законам шариата, но у них вообще дорога закрыта в банк. Я прав или нет? Да. Вот. То есть эта программа, она как раз как халяль продукт. Эту программу оценили уже в мечети, эту программу оценили имамы. Есть прям информация, которую я сегодня вам тоже могу показать, как имам, причем пензенский имам, вы сегодня о Пензе говорили, он представляет жилищный кооператив действительно как халяль-продукт для мусульман. Обратите внимание, кому это интересно, подробности мы проговорим отдельно, всегда покажем, посчитаем с точки зрения выгоды и с точки зрения гарантий. Гарантий здесь огромное количество. И если вы задумываетесь когда-либо купить квартиру в ипотеке, всегда думайте на 100% вперед. Потому что если случится неприятность, будет тяжело с финансами, квартиру потерять можно. Вообще все потерять, и деньги, и квартиру. Это потому что банк. И законы России, они все-таки действуют в отношении банков. Здесь же все наши права защищены, опять же, законом, но другими законами. Сейчас я на этом лекцию по жилищному кооперативу завершаю с Олегом Азатовичем, да, и передам слово нашему финансовому консультанту от компании, который будет говорить не о жилье, а будет говорить о деньгах. О деньгах с точки зрения вложений. Да. У каждого есть свои цели. Ну, вот сейчас мы об этих целях и возможностях поговорим. Представляю вам Ильнура. Спасибо. Добрый вечер. Я вообще скажу о впечатлениях, которые на меня произвели люди и руководитель этого татарского штаба. Да? Я здесь впервые, но меня поразила атмосфера. Поразила атмосфера, какие разносторонние люди, какие в разных областях специалисты здесь присутствуют. И хотелось бы... И мне как-то мысль даже пришла, что вот в этих стенах
даже и сами стены не позволят нам лукавить или обманывать вас. Программа, о которой сейчас вы услышали, она, конечно же, вы должны в ней лично разобраться, но поверьте, это достойная альтернатива ипотеке. Сейчас моя часть лекции будет посвящена финансовой грамотности, не защите за заносчивость, но большинству людей и, наверное, здесь сидящих, признайте сами себе, какого уровня финансовой грамотности вы сами себе оцениваете. У нас не учили грамоте финансовой. Даже, скажу больше, даже в финансовых институтах, вроде бы специальность финансовая, а таким, значит, инструментам, которые практически позволяют сделать себе капитал, который затем позволит жить как рантье, то есть, значит, позволит не рассчитывать и не надеяться на государственную пенсию, согласитесь, этому не учат. Может быть, еще и потому, что правительству, по большому счету, финансово образованное население и не нужно, согласитесь. Потому что, не знаю, видели вы этот ролик в Ютубе или нет, когда была какая-то, по-моему, питерский какой-то форум, на нем присутствовала Эльвира Набиуллина, был Греф, еще министр Силуанов там был. Вот просто забейте в Ютубе, посмотрите, как Греф отозвался на то предложение, по-моему, Эльвиры Набиуллиной, что нужно больше как бы преподавать финансовую грамотность населению. Он резко вскочил и сказал: вы что, вы хотите этому научить население? Вы что, кто будет тогда, извините меня, да, как же мы будем их управлять? Это действительно так. Поэтому задача разобраться самим, научиться самим и по возможности максимально научить своих детей, потому что боюсь, что государство еще не скоро будет заботиться о своем населении. Вот о чем пойдет речь. Я хотел бы спросить у вас, у здесь сидящих, кто знает вообще, что такое инвестиции? Кто занимается инвестициями? Вот скажите, вы руку подняли. Я знаю. Скажите своими словами, что такое инвестиции? Это вложение своих средств С целью? в тот объект, чтобы извлекать больше. Совершенно верно. То есть это вложение собственных денежных средств с целью в будущем извлечения прибыли. Да? Извлечения прибыли. Нужно делать инвестиции, как вы считаете? Абсолютно, конечно. Для чего это нужно сделать? Для психологической безопасности, комфорта. Ну, да, конечно, это для верно. будущего. Поверьте, чем раньше вы начнете эти инвестиции делать, чем раньше, тем больше свободу финансовую вы обретете к тому моменту, когда вы не сможете, ну, допустим, в силу возраста или в силу каких-то, возраста, болезней, когда вы не сможете работать, да, то есть физически работать, а на пенсию, кто будет оспаривать, что на пенсию, нынешнюю пенсию пенсионер практически... Безопасить свое будущее. Да, Я совершенно. думаю, через 30 лет пенсии вообще не будет. А вот это Так что как? можно не рассчитывать. Абсолютно. Вот сейчас молодежь, да, больше, наверное, говорит о своих текущих проблемах. А они, к сожалению, не задумываются. У меня у самого старший сын 24-летний, я для него создал уже финансовый инструмент, который уже сейчас я знаю, что он ему здорово пригодится, но у него еще мышление вот текущее, вот ему здесь и сейчас, да. Почему так много людей идут в ту же ипотеку? Вот им здесь и сейчас нужна квартира. Они готовы переплатить в 2-3 раза, но они хотят жить уже здесь. А вот просчитать, посмотреть, да, может быть, стоит чуть-чуть подождать, да. Ну, то есть, вот видите, какой менталитет. По поводу необходимости инвестиций, я вам такой пример хочу привести, чтобы вы поняли, если у кого-то сложно понимать, что такое инвестиции. Вот вы все знаете Нобеля, да? Альфреда Нобеля, создателя, давайте не буду... Динамита, да. Вот вы взяли и сказали, чем он прославился, да? А чем он знаменит, кроме создания динамита? Нобелевская премия. Да, награда ученых, он учредил фонд имени своего имени, да, на средства, которые заработал прежде всего Динамит. продажа динамита. Да. Знаете, какой жизненный случай произошел в его жизни? У него на фабрике по производству динамита умирает родной брат. Авария была, взрыв, и родной брат умирает. СМИ того времени не разобрались, кто из Нобелей погиб, напечатали некролог, что
погиб Альфред Нобель, но напечатали они с такой издевкой, что вот на собственном изобретении, да, Сам подорвался. да, сам и подорвался, то есть, ну так, и вот прочитав... Яму чужому кому. Прочитав это некролог, прочитав это сообщение в газете, он, конечно, у него что-то там в мозгу перевернулось. И знаете, он после этого принимает решение весь свой капитал после смерти завещать в создание фонда. И благодаря, значит, грамотному инвестированию этих средств, да, но он, правда, запретил, он только гособлигации по своему завещанию завещал использовать эти деньги. Но факт то, что он учредил премию в некоторых областях, да, там... Гуманитарных в основном, да. Ну, а знаете причину, почему математикам не вручают Нобелевскую премию? Нет, жены у него не было, но направление ваше верное. Действительно, есть такая версия, она имеет основание быть. Действительно, на то время в Швеции был действительно грамотный, и, скорее всего, он бы и получил эту премию по математике, потому что он действительно был выдающимся математиком. И вот по версии, что именно этот математик уводит любимую девушку Нобеля, и она выходит замуж за этого математика, и, обозлившись на этого математика, он из завещания вычеркивает эту дисциплину математику, и действительно Нобелевскую премию не вручает по математике. Не вручает. И есть такая вот, ну она, даже, наверное, это факт. А жены у него не было, он не был женат, и детей у него не было. Так вот, вернемся к фонду, который он создал. С процента, который приносит этот фонд, выплачивались премии в области, в разных областях. До сих пор. До сих пор. Каждый год. Но я же про инвестиции говорю. Я хочу объяснить, что такое инвестиции. Когда-то им созданный фонд был создан на деньги его капитала. Это около 890 миллионов долларов на тот момент. Да? Первые премии, Нобелевские премии, равнялись 100 тысячам долларов. Первые. Сейчас это 1,5 миллиона долларов. Представляете? Выплачивается он, как вы поняли, с прибыли, который когда-то этот капитал был создан, и он сейчас, понимаете, то есть инвестиция это такая штука, один раз созданный капитал, если он грамотно используется, инвестируется, потолка не будет. Понимаете, потолка не будет. А цели финансовые у нас у всех разные. Это либо рождение ребенка, обратите внимание, да? Значит, либо вот покупка дома, машины, обучение свое или детей, да? Ну или даже элементарный отпуск за границей тоже требует средства, согласитесь, да? Там. И, значит, вот обратите внимание на эти цифры. Мы все, да, работаем, наша трудовая карьера где-то равна 30-40 годам. Если мы начали в 20, сейчас, конечно, нам правительство заставило жить дольше, да, на 5 лет. Благодаря увеличению пенсионного возраста. Ну, приблизительно 40 лет нам приходится работать. И куда мы выходим? Мы выходим в пенсию от 8 тысяч рублей. Поверьте, мое решение уволиться с крупного предприятия, химической отрасли, Нижнекамск нефтехим, когда я от аппаратчика до начальника цеха сделал карьеру на предприятии, да, знаете, в какой момент я понял, что не важно, сколько я буду зарабатывать и какую должность иметь, я выйду на пенсию, буду получать ее потолок, понимаете? Я ушел с очень высокой зарплатой на химкомбинате, около 100 и 110 тысяч рублей. Главный инженер получает 450, директор завода получает около миллиона. Но выходя на пенсию, они все приблизительно одинаковую пенсию получают, понимаете? Это справедливо или нет? Это элементарно несправедливо даже по отчислению в пенсионный фонд, поймите, да? Вы же отчисляем-то процент от своей заработной платы. И вот тогда у меня осознание пришло, что нет, на государство, к сожалению, в этом вопросе надеяться нельзя. Если у вас созданный капитал в 300 тысяч имеется, 300 тысяч рублей, не такая большая сумма. Поверьте, есть финансовые инструменты, уже есть, которые позволят вам 8 тысяч рублей иметь уже сейчас. Понимаете? А 1,5 миллиона рублей дадут вам от 45 тысяч рублей ежемесячно. Хорошая это прибавка к той государственной пенсии, которая у вас будет в 65 лет. Наверное, хорошая. Но создать ее нужно самостоятельно. И это, слава богу, сейчас уже можно. Вот пойдет речь о компании, которая на рынке уже больше 20 лет. Скажу сразу, доверие к российским, отечественным инвестиционным компаниям пока еще
Ну, не пришло то время, когда приходится им доверять. Они еще не прошли тот путь, который прошли Европа и Америка. Ну, чего уж греха таить, если у нас инвестиционные компании появились только в середине, в конце 90-х годов. Но они еще ясли ходят по сравнению с теми европейскими и американскими компаниями, которые уже там, наверное, скоро больше 100 лет уже будет. Поэтому вот совет специалиста, если вы действительно хотите найти компанию, в которой действительно хотите приумножить свой капитал, пока что к российским не обращайтесь. Слава Богу, появляется возможность пользоваться услугами зарубежных компаний. Одна из таких компаний австрийская, Hermes Management Ltd. Более 20 лет уже на рынке. Сам факт существования такое длительное время говорит о том, что инвестиционная компания, наверное, надежная, если она 22 года существует. Как вы считаете? Конечно же, вы будете разбираться сами, самостоятельно. У нее есть уже история, статистика. Доходность у этой компании, все необходимые документы, здесь останавливаться не буду, и все необходимые разрешительные документы на право заниматься этой деятельностью у нее есть. И даже самое главное, лицензия. Вот эта лицензия ежегодно обновляется. Это лицензия, которая выдает ее финансовый регулятор страны, в которой компания зарегистрирована. Не знаю, будет ли вас смущать, это не будет, но зарегистрирована она в офшоре. Кто знает, что такое офшор? Либо отсутствует, либо низкое налоговое обложение. Вот в Татарстане есть такая свободная экономическая зона Алабуга. Слышали, наверное, да, возле Елабуги? Почему эта территория создана? Какие цели преследуются при создании свободной экономической зоны? Кто знает? Да, совершенно верно. Потому что компании, которые начинают свой бизнес на территории свободной экономической зоны, они первое время освобождаются от налогов вообще, потом у них льготное налогообложение. А какая цель? Привлечь инвестиции, прежде всего, зарубежные в этот регион. Поэтому регистрация компании в офшоре, поверьте, у многих с этим словом может быть ассоциации нехорошие, что криминал, криминальные деньги. Это не так. Офшор – это абсолютно легальная схема ухода от избыточного налогообложения. Если бы компании регистрировались в тех странах, где они работают, им бы пришлось отдавать до 70% только налоги.